Иными словами, легко любить тех, кто любит нас, но очень тяжело любить тех, кто нас ненавидит. И надо научиться делать именно это. И вот, чтобы это научиться, на любой внимание удар зла всегда, говорит нам Господь своими заповедями, отвечайте ударом добра. Почему именно такое выражение я выбрал – ударом? Ведь что значит ненавидеть другого? Это значит творить всякое ему невзгоды, какие-то напасти, трудности создавать человеку, приносить иными словами человеку боль. Ведь можно человека ранить или убить не только действием, мы с вами прекрасно это знаем, можно словом убить человека, своим отношением к нему, неуважением, высокомерием по отношению к нему, изо дня на день можно его убивать. Это боль, а боль всегда от удара. Далее, смотрите, когда человек в злобе относится к другому человеку, и при этом он будет видеть только от него добро, благость, то, конечно же, человек, поступающий по злому, он не может не чувствовать осуждения совести. И когда он будет сталкиваться с тем, что человек не отвечает ему за зло злом, то вот эти самые действия будут усугублять действие совести, которое не иначе как приходит, как с мукой. Боль. А боль от чего? От удара. И вот видите, удар на удар. Но только никогда, говорит нам Господь своими заповедями, на зло не отвечайте ударом зла, ибо зло злом не врачуется. Оно врачуется только добром. И при этом надо еще много и много потерпеть, ибо это врачевание не в одноминутно проходит. Оно бывает затягивается на долгое время, что приходится пострадать и получить еще не только по правой щеке, но еще и левую подставить, и опять правую, и опять левую, вот пока не уврачуем человека добром. Но это человека другого. Самое же главное исцеление внутри нас происходит. Действуя по заповедям Божьим, мы с вами открываем двери своего сердца для Христа, который весь есть любовь, как мы с вами уже выше об этом говорили. Господь, входя в сердце наше, производит то, что любовь входит с Ним. И мы с вами шаг за шагом начинаем ощущать это действие любви. Оно выражается в внутреннем свете, умиротворении, в покое, мире и радости человека о Святом Духе. Так что человек, приобщившийся к этой любви, говорят нам святые, он ничего более не желает. И словами апостола Павла скажем: «Желал бы я ничего не знать, кроме Христа и того распята». Христос здесь выступает в роли любви. И апостол, говоря о Христе, он говорит о той сладости, которой и обладает, ощущает человек, когда внутри себя носит Христа. Это наша с вами задача. Ибо предназначение человека на земле творить добро, и через это добро приобщаться благости Божьей и соответствовать своему наименованию. Ведь посмотрите, как нас древние проименовали – человек. Чтобы лучше понять, что это значит, давайте слово разобьем на составляющие. У нас получается чело и век. Кто немножко знаком со славянским языком, вспомним, что чело буквально переводится на русский язык как лоб. С лбом мы связываем мысли. Слово «век» в переводе не нуждается. И так, разобрав слово «человек» на составляющие, сейчас перед вами ставится задача. Дайте, пожалуйста, глядя на составляющее слово, определение слову «человек». Человек – это мыслитель, пребывающий в веках. Мыслитель, сотворенный для вечности. Но только тогда человек пребудет в этой блаженной вечности,
когда его мысли будут соответствовать этой самой вечности, когда его мысли будут сочетаться с мыслями Христовыми, с мыслями божественными. И напротив, если его мысли уйдут в сторону далече, как говорит Евангелие нам о блудном сыне, от отца своего ушел. В чем выразилось это прежде? Прежде в том, что сын, блудный сын, перестал мыслить так, как мыслит отец. Он хотел мыслить иначе. Вольнодумство допустил в свою главу. И это вольнодумство привело его в рабское состояние тех жителей, которые были противниками его отца. Благо, что он одумался. И нам с вами нужно, понимая это все, внимательно следить за своими мыслями, за своими чувствами, за своими поступками. И в своей жизни стараться никогда не допускать с тем, чтобы мы кому-то за зло ответили злом. Мы сами себя обкрадываем. Напротив, как бы тяжело не было, отвечать только добром. А если сподхватились и где-то поймали себя на том, что все-таки, несмотря на все наши усилия, мы уклонились от нормы своего поведения творить добро, то тут же внутренне поругать себя, положить себе на сердце в ближайшую исповедь исповедоваться и еще раз, призывая сладчайшее имя Господа нашего и Иисуса Христа, просить о том, чтобы Он пришел к нам, вселился в нас, очистил нас от всякие скверны, той самой скверны, которая разделяет нас на своих и на чужих, и та, которая заставляет нас относиться к своим с любовью, а к чужим с ненавистью, с тем, чтобы для нас чужих не было. Тогда Господь станет нам понятнее, тогда Евангелие станет нам понятным, тогда мы с вами в очередной раз, читая евангельские строки, все более и более будем углубляться в понимание их смысла, потому что ничего нового для нас, того, что было раньше открыто, в Евангелии, конечно же, не заложено. Все изначально Богом заложено, но столь глубинно Слово Божие, что человек, в очередной раз читая Евангелие, осмысливая его, исполняя в своей жизни, сочетаясь со Христом и опять перечитывая Евангелие, будет находить все новое и новое для себя. И опять, следуя этому, все далее будет больше приближаться к ведению Бога. А вспомним с вами, сколь важно для человека ведение Бога. «Сия же есть жизнь вечная, — говорит Господь, — да знают Тебя, единого, истинного Бога, и Его же послал Иси Иисуса Христа». Видите, сколь значительна для нас тема любви. И еще напомню вам, что, как сказано апостолам, любовь крепка, как смерть. Что это значит? Это значит то, что если мы с вами посмотрим, что есть смерть пред Богом, ничто. Пред Богом нет мертвых, Он прямо говорит, но все живы. А что есть смерть пред человеком? Это все. Несмотря на его богатство, на его связи, на его положение в обществе или еще иные какие-то заслуги, если смерть приближается к человеку, она сковывает все его уды, все члены. И как бы человек ни хотел, как бы ни старался противиться ей, но она все более и более поглощает его, порабощает его, овладевает им. И вот слова апостола: «Любовь крепка, как смерть». Вот именно на это действие смерти апостол указывает, говоря о любви, что когда человек познает любовь Христову и ту благость, которую она несет для его души, для его духа, для всего его окружения, как она преображает видение мира и сам мир вокруг человека, иначе воспринимается так, что человек уже ничего не желает, кроме этой любви. Она столь обладает им, что даже когда видим на примере святых мучеников, которых призывали отречься от Христа,
принести жертву идолам. Ну, казалось бы, давайте по человечеству с вами скажем, с рассуждением так. Что было мученику проще сказать? Да, я отрекаюсь от Христа. Избежать наказания, его бы отпустили, даже чем-то бы поощрили, а потом бы, думая о том, что я покаюсь, ведь Господь милостив, Он простит. И вы знаете, наверняка бы Господь простил. И было в церкви такой институт покаяния, возвращения в церковь. Но посмотрим на наших славных мучеников, на крови которых созидалась церковь. Несмотря на все увещевания и не поддаваясь на мышление вот эти лукавое человечество, они выходили, движимые любовью Христовой, и говорили: «Я христианин». И мужественно шли на смерть. Почему? Потому что любовь столь возобладала в сердцах, в душах их, что иного они для себя, как умереть со Христом, и не видели. Только если жить, то со Христом. Умирать ли? Также со Христом. Тогда и великая надежда в них была, и в нас будет, что со Христом живя, со Христом умирая, со Христом и воскреснем в славную вечность. Аминь.